Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. Президент Туркменистана назначил нового посла в Иране. На Галканыш получен новый промышленный приток газа. Туркменистан принял участие в международном форуме «Транспорт России» и другие новости. Ильяс Гаипов назначен послом Туркменистана в Иране. Соответствующий указ об этом подписан президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. На месторождении Галканыш достигнут значительный успех в добыче природного газа. На эксплуатационной скважине номер 265 получен новый промышленный приток газа с нескольких продуктивных горизонтов. Суточный дебит скважины составляет 2 миллиона кубометров газа с тенденцией к увеличению. Туркменистан принял участие в международном транспортном форуме и выставке «Транспорт России», которые проходили в Москве. В рамках форума было организовано свыше 30 деловых форматов, в которых приняло участие более 300 экспертов. Особый акцент был сделан на развитии международных транспортных коридоров и формировании устойчивых цепочек поставок. Туркменская делегация во главе с ответственным секретарем Национальной комиссии Туркменистана по делам ЮНЕСКО Чинар Рустемовой находится с рабочим визитом в польском городе Познань. Целью визита является участие в международной конференции «Литературное и философское наследие великого туркменского поэта Махтумкули Фраги» как культурный мост между регионами Азии и Европы, организованный Университетом коммуникации и менеджмента Познани. В Туркменском государственном университете имени Махтумкули стартовала 3-я международная олимпиада по химии. Олимпиада объединила с собой представителей из 13 стран, включая более 200 студентов и преподавателей из ведущих университетов мира. Участники будут соревноваться в решении сложных теоретических и практических задач, а победители наградят дипломами и памятными подарками. В свет вышел новый каталог-альбом под названием «Туркменистан глазами молодых художников и тюркский мир», изданный по итогам одноименного международного конкурса молодых художников. Конкурс был проведен в рамках года «Анау. Культурная столица тюркского мира». Каталог включил в себя работы юных талантов из Азербайджана, Казахстана, Киргизстана, Туркменистана, Турции и Узбекистана. В Алмате начал работу международный кинофестиваль «Евразия», собравший представителей киноиндустрии из 15 государств. Фестивальная программа, рассчитанная до конца ноября, представлена 2 ключевыми направлениями. В рамках международного конкурса зрители увидят 12 кинолент, а специальная секция, посвященная кинематографу Центральной Азии и тюркского мира, представит 9 картин. Мощный шторм Берт обрушился на Великобританию, став причиной гибели 3 человек и масштабных нарушений в работе инфраструктуры. Метеорологические службы страны объявили оранжевый уровень опасности на всей территории государства. Непрекращающиеся осадки в виде дождя и снега, сопровождаемые сильным ветром, продолжаются более 24 часов. Несмотря на серьезность ситуации, некоторые британцы в южных регионах относятся к происходящему достаточно спокойно, считая это обычным капризом природы. Наиболее сложная обстановка сложилась в Шотландии, где без электроснабжения остались порядка 60 тысяч домохозяйств. Футболисты Аркадага со счетом 4-1 обыграли Ашхабад в матче 30-го тура высшей лиги Туркменистана. Встреча прошла на стадионе Ниса в Ашхабаде. В составе Аркадага дубль оформил Шаназар Тыркишев. Еще по разу отличились Дидар Дурдыев и Алтымурат Аннадурдыев. Ранее подопечные Владимира Байрамова досрочно завоевали золотые медали чемпионата Туркменистана. Ашхабад идет на 7-м месте. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.